Добрый вечер. Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Прямой эфир. В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Очередное снятие ограничений в Якутии отменяется. Режим самоизоляции для граждан старше 65 и людей с хроническими заболеваниями при прохождении полного курса вакцинации. Стартует отчет правительства. Премьер-министр и его заместители в течение февраля будут отвечать на вопросы якутян в ходе серии прямых эфиров на НВК «Саха». Автобусные маршруты и остановки. Проблемные вопросы, связанные с этим, обсудили в столичной мэрии. Возобновление большой стройки, возведение трехэтажного детского сада на 240 мест в районе аэропорта Якутска продолжается. Юбилею важного учреждения региональному сосудистому центру исполняется 10 лет. Как идет борьба с инсультом и инфарктом по республике. Работы по графике и живописи в галерее в Санкт-Петербурге открыли выставку работ якутского художника Анны Осиповой. В Якутии отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями при прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, возобновляется работа игровых комнат, ледовых катков, соляриев, пунктов проката лыж, ледовых горнолыжных парков. Это все при соблюдении существующих санитарных правил. Соответствующий указ об этом глава республики подписал сегодня 3 февраля. Обязательным условием для переболевших и для тех, кто еще не болел, остается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, масок и респираторов. Требование о соблюдении режима самоизоляции отменяется для лиц и граждан старше 65 лет, а также для граждан, имеющих хронические заболевания, через 42 дня после первой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Относительно же граждан, которые непосредственно переболели и находились на самоизоляции, такое требование отменяется временно. При этом необходимо обратить внимание на то, что лица старше 65 лет и, соответственно, а также лица, которые болеют хроническими заболеваниями, если в течение, они могут быть непосредственно для них режим самоизоляции отменяется на период 6 месяцев с момента того, когда лицо считается выздоровевшим. Что значит переболел? Это значит перенес все клинические признаки заболевания и был включен в соответствующий федеральный регистр. По истечении 6 месяцев после выздоровления граждане должны либо вакцинироваться, либо для них будет, если в целом по республике будет продлен режим самоизоляции, будет, соответственно, действовать режим самоизоляции. Что касается районов, то, к примеру, в Алданском районе показатели заболеваемости коронавирусом остаются высокими. Ежедневно выявляют порядка 10 заболевших. Специалисты уповают как раз на то, что сдерживанию роста случаев инфекции будет способствовать начавшая вакцинация, рассказывает Татьяна Вахнина. Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Алданском районе характеризуется стойкими положительными тенденциями. По данным территориального управления Роспотребнадзора, под наблюдением находятся порядка 240 человек. В стационаре лечения получают чуть более 20 пациентов. То есть это в 2 раза меньше, чем те же самые показатели на прошлой неделе. То есть заболеваемость у нас снизилась довольно значительно. Тяжелых практически нету. Но, тем не менее, не стоит забывать о том, что это может быть просто очередной период перед тем, как будет подъем. Большую часть составляют граждане старше 50 лет. Ожидается, что динамика снижения заболеваемости будет закреплена вакцинацией против COVID-19. 1,5 недели назад в Алданский район поступили первые 900 доз вакцины. 400 из них получила Алданская поликлиника. По 250 доз были распределены в Томот и в Нижний Куранах. На прививки люди записывались активно. Основное наше население вакцинируется, это медицинские работники в первую очередь. Работники образования, школы, детские сады, сотрудники полиции и люди пожилого возраста. На сегодняшний день у нас очень много желающих, которые хотят вакцинироваться. В настоящий момент запись на вакцинацию приостановлена.
Первая партия вакцины уже освоена. Прививки производились в специализированных кабинетах медицинских учреждений городов Алдан и Томот, а также поселка Нижний Куранах. Кроме того, вакцина была доставлена в сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Никаких поствакцинальных осложнений на сегодняшний день не зарегистрировано. Прививаются люди по собственному желанию, соответственно. Прививочная кампания началась активно. Процент неявки по предварительной записи оказался небольшим. В настоящее время ожидается поступление в Алданский район очередной партии вакцины против новой коронавирусной инфекции. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Полный очный формат обучения в средних школах республики ожидается в феврале. Это могло произойти и раньше, но в связи с устойчивыми морозами учеба шла дистанционно. Более половины детей республики сейчас занимаются в смешанном формате – очно и дистанционно. Об этом сегодня сообщил зампред правительства республики Сергей Местников. Он также отметил, что по итогам января снижается уровень заболеваемости ковидом среди детей и педагогического состава. Это связано с вакцинацией, сказал зампред. Что касается дошкольных организаций, то дети ходят в сад со стопроцентным посещением, сказал вице-премьер. Что касается учреждений профобразования и высших учебных заведений, то на федеральном уровне сегодня уже начинают постепенный переход на обучение детей в очном формате в учебные заведения, и определенные оперативные штабы также получают определенные сигналы. И с этой точки зрения в нашей республике тоже мы определили план перехода студентов на очный формат учебы. Если касаться профобразования, то это середина февраля, а если это высшее учебное заведение, то с марта месяца мы ожидаем на переход на очный формат обучения. Классные руководители в российских школах получат выплаты на общую сумму почти 225 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». Президент подчеркнул, что приоритеты государства в сфере просвещения остаются неизменными. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, сказал президент. Банк России выступает за поэтапное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Это чтобы не приводить к избыточным рискам. Напомним, строительство в качестве антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября прошлого года, но в конце октября 2020 года власти продлили эту программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов тогда говорил, что решение о дальнейшей судьбе этой программы примут в конце первого полугодия 2020 года. При этом Центробанк неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке. В Якутии социальные услуги теперь можно получить через приложение госуслуг по электронной записи без очереди. Есть возможность получить бесплатные юридические услуги, услуги сиделки, то есть присмотр сиделкой пожилых и инвалидов, которые значительно или полностью утратили способность к самообслуживанию. Кроме этого, имеется электронная запись на получение реабилитационных услуг, которые предоставляют профильные центры и общественные организации инвалидов, и на получение психологических услуг, в том числе получение экстренной психологической помощи. Услуги предоставляются государственными или частными организациями. Часть из этих услуг будет бесплатной, остальное уже на договорной основе между получателями и поставщиками таких социальных услуг. Строительство трехэтажного детского сада на 240 мест в районе аэропорта Якутска возобновлено после зимнего перерыва. Работы начались накануне. Репортаж Агафьи Гоголевой. В районе аэропорта активно возводятся новые жилые дома. Количество новоселов, среди которых много молодых семей с детьми, постоянно растет. Поэтому дошкольные образовательные учреждения здесь крайне необходимы. Общая площадь нового современного детского сада более 3000 квадратных метров. Работу ведет подрядная организация ООО «РД». В настоящий момент на стройплощадке трудятся 18 рабочих и 3 единицы техники. По контракту мы начали работать где-то в начале августа. 1 числа. Ну, а по графику должны закончить 15 где-то. Ну, в ноябре месяце должны закончить. Но сейчас в данное время идем маленько с опережением графика.
Должны были где-то в мае закончить кладку, а мы собираемся в феврале заканчивать кладку. Работы идут, завтра еще людей будем добавлять. Но я думаю, еще недели через 2 уже люди выйдут на фасад. Фасад будем делать. Помимо основных помещений для занятий с детьми, здесь предусмотрены спортивные и музыкальные залы, а также прогулочная веранда на 3-м этаже. До конца этого года планируется завершить отделку внутренних помещений, внутренние электромонтажные работы, канализацию и электроснабжение. В конце февраля рассчитываем вывести с фасадчиков и окончиков, чтобы производили работы по устройству фасада и оконные проемы в окна выставляли. Активная фаза строительства начнется апрель-май месяц, когда уже будет более тепло, начнется отделка полностью, внутренняя, наружная отделка заканчиваться будет уже полностью все. Устройство кровли будет. Бригад, людей рассчитываем где-то, наверное, человек 30-40 точно будет на объекте. Завершение строительства и сдача объекта запланировано на 4-й квартал текущего года. Отметим, данный объект реализуется в рамках национального проекта «Демография». Всего в этом году по данной программе планируют открыть 8 детских садов на территории республики. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. С 6 февраля начнутся ежегодные отчеты правительства республики о результатах работы за минувший 2020 год. Впервые из-за эпидситуации в регионе они будут проходить исключительно в онлайн-формате на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и радио ТЭТИМ. Старт отчетом 6 февраля в 11 часов даст премьер республики Андрей Тарасенко. Далее эфиры отчета правительства по очереди по графику будут проходить с участием всех заместителей председателя правительства в разные дни в течение февраля. Вопросы во время прямых эфиров можно будет задать по многоканальному телефону, позвонив на номер 320111 или отправив СМС, либо сообщение по WhatsApp на номер 8914 279 22 62. С 7 февраля вопросы будут приниматься также через портал yakutia.click. Итоги отчета будут подведены 27 февраля в 11 утра председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко в прямом эфире. Члены автопробега по маршрутам прокладки волоконно-оптической линии связи въехали на территорию Момского района. Экспедиция стартовала, напомним, 31 января из поселка Нижний Бестяг Мегино-Кангаласского района. В пути следования они изучают маршрут прокладки ВОЛС и планируют проводить встречи с молодежью. Напомним, компания НПО «Импульс» планирует начать строительство волоконно-оптических линий связи на территориях Момского и Верхоневилюйского районов уже в текущем году. Соответствующее соглашение было подписано в декабре прошлого года. Авиакомпания «Алроса» отказалась от эксплуатации самолетов Ил-76. Последний самолет этой модели, остававшийся в авиакомпании, передали другому перевозчику. Причина отказа от отечественной техники – отсутствие спроса со стороны рынка и дороговизна его содержания, говорится в сообщении компании. Ил-76 называют небесным грузовиком за его внушительную грузоподъемность около 50 тонн. В Мирнинском районе такие самолеты были незаменимы, когда строились крупные производственные объекты, например, рудник «Мир», интернациональный карьер «Нюрбинский». Сегодня с директором управляющей компании «Территория опережающего развития Якутии» Дмитрием Борисовым встретился замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. В рабочей встрече также приняли участие исполняющий обязанности прокурора Якутии Айдар Иванов и первый зампред правительства Кирилл Бычков, также министр экономики Майя Данилова. Все подробности у нашего корреспондента Виктории Федоровой. Дмитрий Демешин посетил территорию опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Он осмотрел первый в Якутии тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени в условиях Крайнего Севера, реализуемый обществом «Саюри». В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы импортозамещения в производственном процессе, а также обсудили темпы перехода предприятия к использованию отечественного оборудования, семенного фонда, фосфатов и удобрения. Осмотрел технологию. Отметил, что в нашем климате это действительно уникальный проект. Также мы посвятили в дальнейшее развитие проекта, о том, что проект будет в дальнейшем расширяться, увеличивать свои мощности для того, чтобы снабжать наше население действительно полезными овощами, также в перспективе и фруктами, и ягодами. А в качестве одной из волнующих проблем представителей «Саюри» отмечены значительные затраты на электроэнергию. По их мнению, государственные преференции в виде льгот могли бы значительно снизить все эти затраты. Электроэнергия в первую очередь нам нужна для досвечивания.
Тарифы генерирующих компаний достаточно высоки. Мы экономим порядка 2,5 рублей за счет того, что мы занимаемся самой генерацией. Но когда у нас запустятся все наши ГПУ, может быть, мы даже сможем наоборот вливать все. То есть в какие-то моменты, когда есть пики, пиковая, например, нагрузка, мы могли бы отдавать энергию, в то время, когда нагрузка меньше, мы могли бы ее брать. Также Демишину был представлен проект ювелирно-гранильного кластера CBM. Генеральный директор Мичел Прокопьев отметил, что в связи со сравнительно малыми объемами оборотных средств для бизнеса в условиях ТОР также необходимы дополнительные меры господдержки. В настоящее время в Якутии действуют 2 территории опережающего развития. Стоит отметить, что они на постоянной основе находятся под прокурорским надзором. Бывают и случаи, когда резидентам отказывают предоставлять льготы на местные налоги. Вмешательство прокуроров также потребовалось при проведении работ по инфраструктурному обустройству территории опережающего развития для обеспечения возможности получения резидентами всех необходимых государственных услуг в электронной форме и по другим вопросам. По окончанию встречи Республиканской прокуратуре дано поручение совместно с местными органами власти предоставить необходимые условия для развития проектов региональных ТОРов. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Нерюнгринская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Забайкальского края в незаконном изготовлении и перевозке наркотиков. Гражданин прибыл в город Нерюнгри ЖД транспортом. Предварительным следствием установили, что в октябре прошлого года он изготовил ранее из собранных частей дикорастущей конопли 11,784 грамма наркотического средства, масла каннабис для личного употребления. Наркотик он взял в поездку, часть из которого хранил в дорожной сумке, а вторую спрятал в вагоне. По приезду в город Нерюнгри гражданин был задержан сотрудниками транспортной полиции, наркотическое средство обнаружено и изъято. Прокуратура уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направила в Нерюнгринский городской суд для рассмотрения по существу. Проблемные вопросы с автобусными остановками и маршрутами обсудили в столичной мэрии. Речь шла о строительстве новых теплых остановок, а также о требованиях работы предпринимателей на уже установленных точках. Помимо прочего, обсудили работу автобусных маршрутов в столице. Сюжет с Аргаланы Неустроевой. Первая теплая остановка в Якутске была установлена около 6 лет назад. Однако с тех пор полного оснащения горожане так и не дождались. Проблема их отсутствия особенно остро ощущалась в этом году, когда стукнули аномальные морозы. 50 градусов мороза было. Естественно, хотелось бы в теплой остановке стоять. На квартале, например, вообще там нету теплых остановок. В эту зиму очень автобусы ходили не очень, но, по-моему, весь город нуждается в таких обстановках. На эти замечания откликнулся исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. Мы на 2021 год поставили для себя задачу построить 20 теплых остановок. Мы их будем строить сейчас как и с предпринимателями, которые имеют точное понимание, что они способны обеспечить требуемые условия для наших горожан, так и по линии муниципального предприятия ИПАК, в том числе и по пригородам. Однако беспокойство вызывают не только остановки. По последним данным, в Якутске численность населения за год увеличилась на порядка 6 тысяч человек. При этом необходимо обновление автобусного парка, пересмотр маршрутов и многое другое, что на сегодняшний день, как честно признаются предприниматели, непосильная для них задача. В свою очередь, администрация города высказала решение помочь руководителям автобусных маршрутов. Приняли решение, что каждый маршрут отдельно сейчас разработает план обновления автотранспорта. Значит, сегодня же они начнут усиленно проводить санитарную обработку. Я лично буду выезжать и без предупреждения проверять маршруты отдельно каждый. На сегодняшний день уже у 123 автобусов выходят сроки эксплуатации. Тем временем только одно подходящее по требованиям транспортное средство стоит более 5 миллионов рублей. При этом состояние автобусов в этом году сильно подкосило не только аномально низкая температура, но и понижение пассажиропотока, а следовательно и отсутствие выручки. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск.
В этом году региональному сосудистому центру исполняется 10 лет. Там лечатся люди с инсультом или инфарктом со всей Якутии. В центре есть отделение реанимации, неотложной кардиологии, интенсивной терапии и анестезиологии. С больными работают опытные врачи, кардиологи, нейрохирурги и другие специалисты. Центр оснащен всем необходимым современным оборудованием. Как отмечают врачи, частые пациенты их больницы – это мужчины. Болезнь у мужчин с годами только молодеет. В последнее время и у молодых может быть инфаркт миокарда, а у женщин проблемы с сосудами могут возникнуть чаще всего после 50 лет. В группе риска находятся люди с вредными привычками и с избыточным лишним весом. Восстановительный период у всех по-разному. Да? Например, есть пациенты, у которых не было повреждения миокарда, восстановительный период за счет открытия сосуда, он происходит достаточно быстро. Да? А у пациентов, конечно, у которых имеется инфаркт миокарда, то восстановление происходит в течение 6 месяцев. Вообще есть, конечно, два вида профилактики, да? Это первичная и вторичная. Но желательно, конечно, пациентам, у которых еще нет заболевания сердца, это соблюдать здоровый образ жизни. Первый номер самой тиражной и популярной газеты Нерюнгринского района под названием «Индустрия Севера» вышла 3 февраля 1976 года. Сегодня для редакции издания юбилей. С первых дней выхода газеты журналисты освещают самые яркие и важные события из жизни Нерюнгринского района, что изменилось за последние 45 лет работы издания и как газета живет сегодня. Об этом сюжет Екатерины Павловой из Нерюнгри. История первой и самой масштабной газеты в Нерюнгринском районе началась с небольшой группы активных людей. Первого редактора Леонида Рыбаковского, замредактора Валерия Ашаева и журналистки Светланы Исаченко. Газету свою мы любили. Мы ее начинали с первого номера. Мы сначала ее выпускали даже не здесь, а в Алдане. То есть каждый номер брали материалы и возили туда. Нам приходилось заниматься всем, потому что очень многие из нас были по командировкам. Ведь всю эту трассу Малый Бам мы, наверное, ее сами исходили ногами. Потому что как двигались строители, так и мы вместе с ними. При помощи печатного слова все больше укреплялось героическое трудовое настроение. А время отсчитывало свои годы, состав редакции газеты рос. Первые шаги в рыночном направлении были трудными. Заслуга всех редакторов газеты «Индустрия Севера» в том, что они нашли возможным отразить на страницах газеты творческую сторону жизни молодого города, дали многим начинающим писателям и поэтам возможность встретиться с читателем. Вот всем действительно это было все интересно. Почему у нашей газеты был тираж до 35 тысяч? У нас газета была практически в каждой семье. Нам столько писем приходило. Очень много читателей приходили сами. Причем приходили там с какими-то предложениями. Жалобами это понятно, это всю жизнь, это всегда было и будет. Но люди приходили и с предложениями. Сегодня задачи газеты те же – сделать каждый номер интересным, рассказать о жизни района. Газета выходит один раз в неделю и по сей день в мире новых технологий находит своих читателей. С 2020 года главный редактор газеты Елена Проскурина. В сфере журналистики Елена работает 16 лет и сегодня в юбилей любимой газеты награждена знаком «Отличник печати Республики Саха-Якутия». Несмотря на то, что сейчас, в принципе, у нас, как говорится, свобода слова, да, и у нас появляется серьезная конкуренция среди пабликов, да, каких-то, очень много у нас сейчас блогеров, которые не профессионалы, мы все же отличаемся именно тем, что у нас профессиональные, работают настоящие профессионалы, настоящие журналисты, которые не собирают, да, сплетни, то есть у нас проверенная информация всегда выходит, и мы все равно являемся эталоном журналистики, которая, на мой взгляд, все равно всегда будет в приоритете, и наша работа очень нужна. В газете работают интересные, неповторимые люди. Всеми известный фотокорреспондент Юрий Коковин трудится в газете уже 30 лет и ведет здесь свою любимую рубрику о природе. Мои друзья говорят, я женат на «Индустрии Севера», поэтому вот все это самое. То есть семья семьей, а это еще вторая семья, которую, по сути дела, я люблю и уважаю. Но если бы не уважал, то 30 лет бы в газете не проработал. Это же показатель. Поэтому никогда я богатым не был, но я был счастливым человеком совершенно. Но и газета, по сути дела, принесла этот моменты счастья. В 45-летний юбилей «Индустрии Севера» районные и городские власти, предприятия и организации Нерюнгринского района, партнеры и читатели поздравляют любимую газету с определенной вехой в ее истории и благодарят ее. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.
Централизованная библиотечная система Якутска переходит на второй этап открытия отделов. С сегодняшнего дня разрешается работа в читальном зале, пользование персональными компьютерами, открываются очные занятия кружков и клубов. Второй этап проходит по определенным правилам. Читатели допускаются в библиотеку по предварительной записи по телефону или электронной почте. При предварительной записи необходимо указать дату, время, продолжительность и цель прибытия, сдать книгу, например, работа в читальном зале и многое другое. Вход читателей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Максимальное пребывание читателя в библиотеке по нынешним правилам 3 часа. В галерее «Голубая гостиная» Санкт-Петербургского союза художников открылась выставка работы якутского художника Анны Осиповой. На выставке представлены работы по графике и живописи. Исходной точкой творческих поисков стали размышления о происхождении якутов и тюркского этноса. Произведения Анны Осиповой объединены под общим названием «Зыбкая ткань реальности». Они содержат символы якутской культуры, художественное осмысление исторических событий. Анна Осипова родилась в Якутске в семье академика живописи Афанасия Осипова и художника Зинаиды Курчатовой. Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях по России и за рубежом. Общая тема «Зыбкая ткань реальности», что заглянуть бы каждому человеку внутрь самого себя, внутрь своего рода, своей семьи, и там можно найти ответы на волнующие реальность нас вопросы. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.